Традиционно 17 ноября Молдова отмечает Международный день студентов. В этот день в их адрес поступает много поздравлений. И кажется, что студенты – это самые счастливые люди. Мы решили отойти от традиционных праздничных сюжетов и выяснить, так ли это, отправившись в Кабратский госуниверситет. На самом деле, как у каждого человека, у нас есть проблема. Это связано скорее с учебой, потому что нам не хватает времени, как и обычным студентам. Но тем не менее мы стараемся. Первая проблема, когда ребенок со школы идет в университет, это то, что он не привык жить сам, он не привык сам готовить, сам распределять свои денежку. Я думаю, что самая основная проблема – это всегда то, что у них, у студента, как обычно, не хватает денег и нет времени на сон. Проблема, наверное, только с финансами. В остальное никакой проблемы нет. Поступая в высшие учебные заведения, многие выпускники сталкиваются с проблемами психологического, организационного и финансового характера. И то, как они смогут справиться с этими проблемами на первом этапе обучения, во многом предопределяет их дальнейшие успехи. Студенты первого курса действительно сталкиваются с проблемами социально-психологической адаптации к новым условиям, к новому учебному корпусу, начиная элементарно, к новым требованиям. Давайте не будем забывать, что система обучения основная, базовая в школе – это классно-урочная. Вузовская система предполагает лекционно-семинарские занятия. Это другая форма организации обучения. Это, конечно, уровень требований другой. Пообщавшись со студентами разных курсов, мы выявили 4 особенно распространенные проблемы студентов со стажем и первокурсников. На первом месте – неумение рационально организовывать свою деятельность, плохая приспособленность к самостоятельной жизни. На втором – сложности материального характера, связанные с самостоятельным проживанием. На третьем – идеальное представление об учебе в вузе, которое не оправдалось. И последнее – неспособность быстро определяться и сориентироваться в новых условиях. Все эти проблемы оказывают значительное влияние на студентов и могут привести к различным негативным последствиям. Поэтому в случае возникновения таких проблем нельзя пускать все на самотек, а необходимо всерьез взяться за их решение. А лучше всего родителям заранее подготовить детей к студенчеству и самостоятельной жизни.